Участники форсайта, проходящего в рамках межрегионального форума IT и кибербезопасности «Айсберг» в Якутске, разработают новые подходы к развитию цифровой экономики в республике. В этом им будут помогать эксперты из крупных российских и международных компаний, в том числе Huawei, Epson и Доктор Веб, Ростелеком. Форум проходит в течение 3 дней на базе КФНС ВФУ. Накануне более 300 участников и 30 экспертов обсудили развитие технологических трендов IT и кибербезопасности. Сегодня начались форсайт-сессии, на которых участники будут разрабатывать новые подходы к развитию цифровой экономики. И сегодня гость нашей студии Талиб Палатов, эксперт по информационно-аналитическим системам для госуправления. Талиб Джумагильдыевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы посетили первый день международного межрегионального форума «Айсберг» в качестве эксперта по госуправлению и созданию ситуационных центров. Расскажите подробнее о роли таких центров и цифровизации экономики. Ну, давайте тогда для начала определимся, что такое цифровая экономика. Это хозяйственная деятельность, которая связана с обработкой больших объемов данных. Соответственно, вся сфера услуг, поставка, логистика, она так или иначе связана с цифровыми данными. Соответственно, в этих условиях цифровизация коснется практически все аспекты жизнедеятельности людей, населения, физических, юридических лиц и так далее. Соответственно, при активном внедрении цифровизации органы государственного управления, самоуправления на местах начинают тоже через виртуальное пространство использовать инструменты управления и вовлекаться, вернее, в процессы управления через цифровизацию, через виртуальное пространство. Обязательным инструментом для управления в этом случае являются автоматизированные системы. И вот тут мы понимаем, что ситуационный центр является автоматизированной системой, через которую органы власти могут и должны управлять экономикой, ну и другими аспектами жизнедеятельности. По сути, если провести аналогию, ситуационный центр – это как пульт управления, как капитан космического корабля управляет космическим кораблем, так и через ситуационный центр руководитель республики будет управлять деятельностью и всеми процессами, отслеживать, контролировать то, что происходит на территории Саха-Якутии. На форуме исполняющий обязанности премьера республики Владимир Солодов говорил о проблеме разобщенности данных, отсутствия единой цифровой платформы для их сбора и анализа. Сможет ли ситуационный центр решить эту проблему? Но вы знаете, в первую очередь ситуационный центр – это инструмент для высшего должностного лица. То есть ситуационный центр, как правило, создается в интересах руководителя региона. Но в том случае, когда в регионе не создан региональная информационная платформа, то ситуационный центр, в свою очередь, становится катализатором, потому что при создании, при внедрении новых информационных систем, любых, необходимо учитывать, что они обязаны поставлять данные в ситуационный центр. Соответственно, эту интеграцию нужно предусмотреть. Наличие таких требований, оно как бы подстегнет развитие информационных технологий и обязательно потребует выработки неких единых подходов. Соответственно, это приведет к созданию той самой единой платформы, которая объединит данные, находящиеся, циркулирующие в вашем регионе. А насколько ситуационный центр способен повысить качество госуправления? Но, собственно, ситуационные центры для того и были придуманы и внедряются, чтобы кардинально, качественно повысить уровень управления. Потому что современная жизнь диктует сейчас условия. Это и возрастающий объем информации, который руководитель должен осмыслить, прежде чем принять решение. Это и время, то есть нужно решение принимать как можно скорее. Это, конечно, в третью очередь и ответственность за принятые решения. И ситуационный центр в этом отношении, он позволяет аккумулировать информацию, предоставлять достоверно ее руководителю. Тот на основе анализа и прогноза может уже принимать взвешенные решения. Соответственно, это, естественно, повышает качество управления. А какая модернизация требуется ситуационного центра при республике? При главе республики? Чтобы ответить на этот вопрос, на самом деле нужно провести предварительное обследование.
По результатам обследования будет, во-первых, понятно, какие системы, какое оборудование сейчас в данный момент используется в существующем ситуационном центре. Помимо этого будет выяснено, какой информационный ландшафт присутствует на территории региона, потому что опять-таки же мы говорим, что необходимо обеспечить взаимодействие информационных систем различных с ситуационным центром руководителя региона. Ну и нужно понимать, какие документы, в каком виде, с какой периодичностью должны поступать на стол руководителя. Собственно, все это будет понятно после обследования, по результатам которого будет подготовлено техническое задание на проектирование. А сколько по времени длится это исследование, обследование? Исследование, ну, по нашему опыту в разных регионах, оно занимает от 1 до 3 месяцев, когда мы говорим о полном исследовании всего информационного ландшафта. А само внедрение, реализация через сколько возможно? Ну, на самом деле сроки бывают разные, потому что тут много факторов. Во-первых, готовность заказчика, ну, то есть государственных органов, приступить немедленно к этим работам. Во-вторых, наличие необходимого финансирования в бюджете. В-третьих, наличие подготовленных кадров. То есть факторов достаточно много. Но если говорить примерно, то после обследования предстоит этап, связанный с проектированием, когда нужно полностью описать, какой вид примет в будущем ситуационный центр. Ну и, соответственно, уже этап непосредственно реализации, когда модернизируется ситуационный центр, поставляется новое оборудование, поставляется новое программное обеспечение. В самом приближенном виде это может занять от 1 до 2, может быть, даже до 3 лет. В зависимости, говорю, так, как будет расписан план мероприятий. А какие там специалисты необходимы, с каким образованием? Программисты, да? Ну, во-первых, нужны технические специалисты, инженеры, которые обеспечат работоспособность ситуационного центра. Это администраторы, это люди, которые очень хорошо понимают, как работает техника, как работает программное обеспечение. Еще немаловажным специалистами для ситуационного центра являются аналитики. По сути, это основные рабочие люди, которые обеспечивают поступление информации, ее обработку, аналитическую обработку и подачу руководителю уже либо рекомендаций, либо каких-то прогнозных моделей. А руководитель на основе уже этой информации принимает решения. Поэтому очень важно, чтобы в ситуационном центре были подготовлены квалифицированные аналитики. Ситуационные центры – это для госуправления, а на обычных жителях это как-то скажется на населении? Я думаю, что скажется. Во-первых, опосредованно через улучшение условий управления. То есть, я думаю, жители, может быть, не сразу, но почувствуют, что решения принимаются более эффективно, что информация об их нуждах, о том, что они хотят видеть, будет быстрее доходить до руководства, соответственно, руководство быстрее будет принимать те или иные решения. Еще быстрее почувствуют жители в том случае, когда будет реализована функционал ситуационного центра, который называется портал. Через этот портал часть информации будет доступна для общего ознакомления. То есть жители региона смогут ознакомиться с основными вопросами, с главными, которые сейчас находятся на рассмотрении. Возможно, через инструментарий портала жители смогут поучаствовать в голосовании и так далее. А вот, возвращаясь к кадрам, достаточно ли в республике экспертов для того, чтобы обеспечить эффективную работу ситуационных центров? Вы знаете, я вчера уже встречался и с представителями администрации, с представителями технических специалистов. И могу сказать, что я уверен, специалисты, которые у вас сейчас работают, обладают очень высокой квалификацией, и они в состоянии обеспечить работу ситуационного центра. Другое дело, что когда мы говорим о модернизации ситуационного центра, то подразумевается не только обновление программно-аппаратного обеспечения, но и развитие ситуационного центра. А это значит, будут внедряться новые функциональные блоки, новые модули. Соответственно, понадобится, скорее всего, и расширять штат сотрудников. И вот тут хотелось бы, чтобы расширение штата было осуществлено за счет подготовленных специалистов. Ну а для этого, я думаю, делается все сейчас в республике. И тому пример то, что происходило вчера и сегодня на площадках Форсайта. И в завершении выпуска о ваших впечатлениях о межрегиональном форуме. Мне очень понравилось, что правительство региона прикладывает усилия для того, чтобы обеспечить интересные условия для молодежи.
по сути, стимулируется молодежь, чтобы она занимала активную жизненную позицию. Было четко видно, что подсказывают и помогают молодежи осваивать IT-технологии. И, соответственно, получается, что в недалеком будущем у вас будут собственные IT-специалисты достаточно высокой квалификации. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.